Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». В прошлых телепередачах мы рассматривали проблемы инвестиционного крупного масштабного проекта. Это когда застройщик без аукциона получает землю, но и рассматривается вопрос проблемы обманутых дольщиков со стороны государства. В данном случае это была улица Матросова, 2, столица Якутии. Там еще очень долго идут разбирательства, и когда начнется этот проект, есть надежда, что в этом году. А сегодня мы поговорим о частно-муниципальном партнерстве. Это одна из еще одних программ, которые направлены на переселение населения и жильцов аварийного жилья. В данном случае за мной по этой программе стоят дома, которые уже построены, и там живут люди, которые жили в аварийных домах, а также люди, которые владели частными домами, которые были достаточно неблагоустроены. И построила эти дома компания «Высота». Мы сегодня в гостях у депутата Якутской городской думы Станислава Сивцева. Ваш род деятельности основной какой, кроме депутатской городской думы? Предпринимательская среда. Предпринимательская среда в части строительства, это расселение, скажем, светлого и аварийного жилья. Участие в муниципальных, государственных программах по предоставлению жилья муниципалитетам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. И по программам расселения с аварийного жилья. И давно вы этим занимаетесь? Говорить по контрактам, то можно сказать с года, наверное, 2012. А если говорить о том, что я начал применять и адаптировать к своему предприятию принцип расселения за счет оборотных средств предприятия светлого жилья, то это с первых дней начала строительства. У вас на столе лежит, это ваш проект? Этот проект у меня родился в 2008 году. Но вынес его на бумагу я тогда еще в 2013 году. Свой первый объект я построил в 2010 году, начинал его строить в 2008 году. Это 4-й квартал, так называемый, под общим мнением населения нашего города, 17-й квартал. По Якутской, сейчас его адрес называется 4/9. Пошло строительство этого объекта. Скажем, из ближе стоящих домов деревянных стали ко мне подходить люди, живущие рядом по соседству со стройкой возле этого дома, и стали со мной знакомиться. И начали предлагать мне, такие, скажем, операции. Давай, Стас, поменяемся квартирами. Я говорю, как? Начали говорить, ты у меня в деревяшке заберешь, а мне отдашь вот здесь вот. Я говорю, а как, и что дальше я буду делать с деревяшкой? Ты же можешь дальше построить на месте этого дома. Я подумал, в принципе-то. Это нужно было проработать, проконсультироваться. В то время был мэром нашего города Заболев Юрий Вадимович. Я подошел к нему с этой идеей. Он меня тогда оценил сверху. И кто ты такой, и я тебя не знаю. Откуда ты, с чего ты взялся тут строить? По крайней мере, реакция была отрицательной. Придя уже в городскую думу, соответственно, я вышел с предложением о создании нормативного акта нашей Якутской городской думы. В 2014 году этот акт поддержали. Вы хотите сказать, что через Якутскую городскую идея воплотилась в виде нормативного акта? Да. Ваша идея? Да. Муниципально-частное партнерство, которое разработал я лично и представлял его, защищал я в окружной администрации, вынесли на сессию в Якутскую городскую думу, и депутаты согласились, что нужно поддержать. Это было в 2014 году. А в 2017 году, соответственно, вышел уже закон о государственном муниципально-частном партнерстве. Мы предлагаем зайти сейчас в муниципальную квартиру, с которой, по крайней мере, у нас уже договор мены произведен, познакомиться вам с нанимателем этой муниципальной квартиры. И 37 я как. 37 лет здесь живете? Просто видите, невозможно уже. Тут везде, все получше. Я бы сказал так, что
договор развития территорий, заключенный с окружной администрацией, это есть одна из форм муниципально-частного партнерства. Это есть, скажем, ну, программа развития города нашего. Ну, начиная с 2015 года мы потихонечку... Ну, то есть сначала идет договоренность с жильцами. Потом снимаем с учета и после этого начинаем, разбирать. Вот здесь потом начинаем. С момента сноса, да, подготовки площадки до возведения дома, сколько у вас времени уходит в среднем? Ну, от 3 до 4 лет. Расселяется-то не один дом. Чтобы построить один дом, нужно расселить несколько домов. На примере вот этого строящегося дома, он, скажем, на 2 подъезда, 88 квартир, 9 этажей. Там было 2 дома, по 4 квартиры, 8 квартир. Мы их начали расселять в 2019 году, да? В 2019 году расселять. Получили разрешение в 2022 году. Начали строить. Эксплуатацию этот дом в 2022 году, в ноябре месяце, по улице Притузова, номер дома 2. Вот, он построен по договору развития застроенной территории между высотой и окружной администрацией. Вот. На месте этого дома находились дома по Притузова 10, 8, 6, 4 и 2. Вот. А еще и Бекетова 1. Вот эти дома были расселены, жильцы с этих домов, перечисленных мною, были расселены в предыдущие дома, вот, которые рядом находятся по Притузова 6А и Бекетова 7А, 9А. Вот. И, значит, последующие дома это с 14, 16, с 18, с 20, с 22, 22/1 и 20/1 переселяются в этот дом. Николай, вот мы только что были у вас дома. Да. И буквально сколько метров от вашего дома? Метров 200, 100, да? 100, да? Я здесь привык уже в этом районе жить. Вы видели свою квартиру, нет? Нет еще. Вот, идем. И за сколько дом построили, кстати? Вот такой. Разрешение мы получили на строительство, по-моему, в апреле 2021 года. Так, а запустили? В ноябре 22. Ну, получается, не больше года? Ну да. А говорите 3-4 года? А расселять сколько пришлось, состоять сколько пришлось. А оформлять земельный участок сколько пришлось. Вы 2 года до этим занимались расселением. Мы привыкли к чистому полю, где строится да? А я тут начинаю строительство с расселения. Это и есть строительство, начало строительства. Тогда, когда начинается процесс расселения. Вот мы заходим в новую квартиру. Мы стали свидетелем тогда, когда Николай заходит, говорит, первый раз в квартиру, в которую будет жить. Давайте пройдем. Это зал, да? Ну, это как евроразмушка, как студия офис. Вот. А здесь еще есть комната. Здесь у нас самолет. А, уже готовый, да? Николай, посмотри. Ты сразу с унитазом, да? Да. О, здесь уже вот счетчики стоят. Это вода. То есть он регулировать тепло здесь может сам? Это вот на радиаторах регулирует, а здесь вода. Ну, Папа такой есть.
Здесь у них кладовая. Где они могут хранить свое хозяйство. Смотрите, окна большие сделали, чтобы света много было. А вот обратите внимание, Олег, сколько еще работы впереди. Вот, расселяй, строй, строй. Вот я вам про это говорю. Организуйте и расселяйте. Вот, видите, вот эти дома. Вот, допустим, в этих домах есть и муниципальная собственность, есть и частная собственность. Вот. Понимаете? Вот. Этих домов, смотрите, сколько. Вот так, вот. И все, пошло-поехало. Это просто предстрои, подстрои и так далее. Они уже самостоятельно вот так вот люди берут и настраивают. Вот. Наверняка без разрешений и так далее. Вы видите, в каком качестве дома стоят. Ну вот на аукционе, допустим, выкупили земельный участок, как говорится, построили, получили свою прибыль и могут свернуться на этом деле. А тогда, когда у него появляется обязательство дальше расселять, он, как говорится, будет дальше продолжать работать. Потом дальше его предлагать. Надо его мотивировать, чтобы он заходил дальше на протяжении, как говорится, свой опыт вкладывал и так далее. Моя мотивация очень простая. Где родился, там и пригодился. Я родился в городе Якутске. Ваша оценка вашего жилья, что скажете? Да? И основное, что удивило? Ну, окно, конечно, комнаты большая. Почти. И балкон большой очень. Ключи выдают департамент жилищных отношений. Это муниципальная квартира. программа «Точка взаимодействия» и новый жилец и застройщик просят: сделайте подарок на 8 марта этой семье. Программа частного муниципального партнерства уже работает, но теперь надо ее перенацелить на те районы, где находятся аварийные деревянные дома по всему городу, по всей столице Якутии. И тогда город Якутск может стать уже в ближайшем будущем самым лучшим городом на вечной мерзлоте.